Данный видеоролик не преследует цели задеть или оскорбить чьи-либо чувства. Ролик был создан исключительно в образовательных и познавательных целях. Берегите себя. Ингуш сидит в эфире у русского и жалуется на чеченцев. Очередное дно пробито. Вчера в эфире у Артема Плато было покаяние ингуша, который в очередной раз пробил дно, обсуждая чеченцев. В 1859 год, когда имам Шамиль сдался, по 1861 год, когда Чечня была полностью, два-три раза были выход из-под присяги, вхождение Да, из-под ты присяги. правильно. По всей видимости, товарищ не знал, как все происходило на самом-то деле, но ничего страшного. Мы его окунем в историю и приведем 3 источника, где пишут о присягах чеченцев. Да, Али, чеченцы давали присягу, но присяга чеченцев была вынужденная, путем уничтожения сел, геноцида и гонения народа, когда как другого выбора для сохранения этого народа не было. Ослабленные длительной войной, чеченцы давали присягу, но до поры до времени, пока они снова не наберутся сил для ведения борьбы с врагом. Чеченцы в восстаниях и в войнах в XVIII и XIX веках. Алексей Кудрявцев. Чеченцы, однако, неизменно относились к этим присягам как к необходимой, но пустой формальности, при более благоприятном соотношении сил ни к чему их не обязывающей. К тому же жестокость войск порождала у населения не только и не столько страх, сколько ненависть, чувство мести и желание реванша. В обреках же, способных собрать вокруг себя ватагу удальцов, никогда не было недостатка. Проходило немного времени, и умиротворенная Чечня в кавычках вновь давала о себе знать очередными набегами, нападениями на армейские посты и тому подобное. Русские власти реагировали новыми карательными акциями в наказание за вероломство. Круг замыкался. Восстание Чечни и Дагестана в 1877 и 1878 годы. Зелимхан. В 1859 году чеченцы были побеждены, но не покорены. Они были покорены, но не смирились. Они смирились, но не помирились. Пожар потух, но под пепельным покровом таился большой огонь, пробивающийся значительными искрами. Утверждение русского владычества на Кавказе. Том 3, часть 1. Тифлис, 1904 год. Одна только Чечня упорно противилась подчиниться нам. Карательные экспедиции, предпринимавшиеся вглубь ее в течение всего 1783 года, обратил не один аул в груду окровавленных развалин, но население, покорно принимавшее присягу непосредственно после разгрома, снова бралось за оружие, как только удалялись наши войска, и возобновляло набеги на Терскую линию. В отличие от некоторых, которые без единого выстрела, без капли пролитой крови на этом пути, всем народам и добровольно покорились империи. И продолжаете гордиться этим фактом. Сборник сведений о кавказских горцах. Тифлис, 1786 год. Акты присяги ингушей, пункт 5 гласит, цитата: «Если чеченцы, карабулаки и прочие неприязненные России народы, где ни есть будут прокладываться воровскими партиями с намерением учинить на российские обозы и команды, проходящие по грузинской дороге, нападения и сделать грабежи и разбои, и мы о том получили сведения, тогда должны мы тотчас давать знать находящемуся у нас российскому начальнику». Я с этим Русланом на сегодняшний день, с этим Русланом в WhatsApp общаюсь. У нас с ним в одной группе, мы находимся в WhatsApp, в одной группе, мы как нашу группу. Из видео нам становится понятно, откуда Али берет информацию. Оказывается, он ярый чеченофоб и состоит в дружеских отношениях с другим чеченофобом, Бузуртановым, и даже сидит с ним в одной группе. Я закрыл глаза на то, что в 11-12 году они мой тейп полностью приписали, сказали, что мы не ингуши, мы чеченцы. Чеченцы всегда утверждали и продолжат утверждать, что царинцы, випинцы, галгай были и есть из народа Нахчи. Мы ранее неоднократно приводили вам в качестве доказательства исторические документы, доказывающие данный факт. А Кали хотелось бы обратиться с наставлением, чтобы он перестал себя приписывать не к своему отцу, и чтобы он прочитал данный хадис пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха. Также хотелось бы обратиться к чеченцам из Казахстана. Вы видите, кто среди вас живет, прикрываясь войнахизмом?
Обратите свои взоры на подобных людей, которые посягают на честь и достоинство вашего народа. По официальным данным, население Чечни с 1847-1850 года уменьшилось в 2 слишком раза, а с 1860 года, к моменту революции, почти в 4. Ингуш находится не в том положении, чтобы говорить за чеченский народ. Потомки предателей недостойны упоминать имя нашего народа. А для тех, кто хочет поддержать нас, оформите спонсорство на наш канал. Взамен вам предлагается фирменный значок рядом с именем и некоторые эмодзи в виде национальных героев чеченского народа. Всем огромное спасибо за вашу помощь и поддержку. Пусть Всевышний вернет вам многократно.